В истории Центральной Азии есть удивительный сюжет. Кидане – народ, который начинал как вассал и пастух уйгурского каганата, спустя столетия стал фактически его наследником и создал с помощью уйгуров новую империю на землях уйгурского каганата. Сегодня мы расскажем, как уйгуры помогали создавать величайшие империи после распада уйгурского каганата. С 8 по 9 век уйгурский каганат был абсолютным гегемоном в Центральной Азии. Китайские хроники отмечали, что он простирался от восточных границ до западных гор, от южных пустынь до северных лесов. В тени уйгурской империи жили кочевые племена киданей и тангутов Си. Хроники Цзычжи Тунцзянь, Цзюань 246. Изначально племена Си и Кидани находились в подчиненной зависимости от уйгуров. У каждого из них были свои уйгурские надзиратели, которые ежегодно собирали с них дань. Господство уйгуров не ограничивалось только взиманием дани, уйгуры полностью управляли киданями, выдавали печать направления вождям и контролировали их внешнее сношение. Китайский посол Ван Йиньде, посетив империю Ляо, сообщает: в народе говорят, в старину кидани были у уйгуров пастухами овец. В 840 году уйгурский каганат распался, многолетняя засуха в степи и эпидемия моровой язвы привела расколу элит. Столица Орду-Балык сгорела, часть уйгуров ушла на запад, в свои провинции, плодородные оазисы Турфана, Ганчжоу и Кашгара, не пострадавшие от засухи, часть уйгуров ушла на восток, на земли киданий и тангутов. Эти уйгуры сыграли ключевую роль в истории киданий и тангутов. Когда не стало уйгурского каганата, кидани перешли под протекторат империи Тан. Хроники Цзычжи Тунцзянь пишут, во времена рода Янянь кидани получали печати от уйгуров. Елань-хан попросил печать у династии Тан, и император Уцзун даровал им печать кидани, преданные Поднебесной. Династия Тан стала стараться вытеснять бывших уйгурских сборщиков налогов у киданей. Хроники свидетельствуют, главнокомандующий Чжан Чжунгу отправил своего военачальника Шигунсюя с 2 отрядами, и они убили более 800 уйгурских управляющих. Чжан Чжунгу захватил жену и детей вождя Шивэй. Шивэй предложили выкупить их золотом, шелками, овцами и лошадьми, но Чжан Чжунгу не принял даров и сказал: «Если убьете уйгурских управляющих, я верну их». Так Китай пытался уничтожить столетнее господство уйгуров на восточных землях. Хроники Цзычжи Тунцзянь пишут, император назначил Чжан Чжунгу восточным умиротворителем уйгуров, передав под его командование племена тангутов Си, Киданий и Шивэй. В такой ситуации уйгуры избрали другую стратегию. Они вошли в правящую элиту киданий, создавшую империю Ляо. Хроники Ляо-Ши свидетельствуют, императрица Шулюйпин, жена основателя династии Ляо, по происхождению была из рода уйгура Нуосы. Так был основан уйгурский род императриц Ся в империи Ляо. Два правящих дома, киданьский императорский род Елюй и уйгурский род Шулюй, Ся, правили империей Ляо совместно. Хроники Ляо-Ши. В империи Ляо 9 из 10 родов, это Елюй и Ся, императорский род и родственники императриц, их силы равны, они действуют как губы и зубы. В Ляо дела государства вершили только 2 рода, Елюй и Ся. Уйгурский род императриц Ся стал соправителем новой империи. Более того, после непродолжительного правления первого кагана империи Ляо Елюя Баоцзы, его жена, уйгурка Шулюйпин, основательница рода императриц Ся, фактически самодержавно управляла империей Ляо четверть века. Когда в 926 году император Абаоцзи внезапно умер в походе, то по традиции его жена Шулюйпин должна была быть похоронена рядом и сопровождать в загробный мир. Но уйгурка Шулюйпин не признавала диких обычаев киданий и не собиралась хоронить себя заживо. Когда приближенные упрекнули ее, что она не хочет хоронить себя рядом с мужем, она ответила: «Не то чтобы я не хотела уйти за императором, но наши дети еще малы, а в государстве нет правителя. Поэтому я не могу уйти». С этими словами она выхватила меч и отрубила себе правую кисть, приказав положить ее в гроб мужа. Этим жестом она как бы отдала часть себя мужу, но осталась живой, чтобы править. Шулюйпин осталась в истории как императрица с отрубленной кистью. В ее честь был построен храм, башня отрубленной кисти. После смерти Елюй Абаоцзи Шулюйпин взяла власть в свои руки как регент.
Она жестоко расправилась с недовольными сановниками, отправив более сотни на тот свет для служения мужу. 25 лет правления — это время ее реальной власти, которая началась задолго до формального регенства и продолжалась после него. Именно уйгурка Шулюйпин сделала империю Ляо великой, проявив себя как бесстрашный военачальник и стратег. Шулюйпин создала собственную элитную армию — Шушань. Роники Ляоши сообщает, что она отбирала для нее лучших воинов из покоренных народов. Воины были ценны и прекрасны, как кораллы, поэтому ее армия получила название «Коралловая армия». Численность армии в хронике Ляоши указана как 200 тысяч всадников, а в хрониках династии Сун уточняется, в личном подчинении государственной матери Шулюй находилось войско Шушань численностью в 20 тысяч воинов. Еще при жизни мужа она участвовала в походах и лично вела бои. В 913 году разразился третий и самый опасный мятеж младших братьев. Пока Каган Елюй Абаотзи был в военном походе, его братья во главе с Елюй Лаге подняли бунт. Часть братьев пыталась захватить самого Кагана, а отряд младшего брата Елюй Индиши напал на ставку, сжег шатры и похитил сакральные символы власти, знамена и барабаны Сына Неба, а также родовой шатер. Шулюйпин разбила мятежников и отбила знамена. Елюй Лаге бежал. Захваченный им священный шатер он оставил на дороге. Император, увидев его, поклонился и совершил перед ним жертвенное возлияние. Шулюйпин была не просто женой Кагана. Она происходила из знатного рода уйгурского каганата, что делало ее связующим звеном между двумя великими степными империями. Именно ее решительность и военный талант спасли империю Ляо в самый критический момент. За военные заслуги и государственную стратегию ее сравнивали с Сяохэ, основателем династии Хань. Шулюйпин фактически единолично решала, кому быть императором. Она поставила на трон своего младшего сына Елюйдэгуана вместо старшего сына Елюйбэя, который стал известен больше как талантливый художник и литератор. При этом все вопросы решала она, даже заставляя императора ждать у дверей. Она ввела принцип «лучшие» — наверх, худшие — вниз. Назначала на должности по заслугам, требовала лаконичности в докладах и лично контролировала финансы и армию. В итоге уйгурка императрица Шулюйпин за четверть века правления с 926 по 947 построила Великую империю, которой управляла железной рукой, сама командовала войсками и вершила судьбы империи. Уйгуры оказали глубокое влияние на культуру киданий. После распада уйгурского каганата большое количество уйгуров откочевало на восток, к киданям. Это было настолько массовым явлением, что в хрониках закрепилась поговорка «половина киданий — это уйгуры». Это переселение привело к смене языка в уйгурских регионах. Кидане, говорившие на тунгусо-маньчжурских языках, начали переходить на уйгурский язык. В 924 году Елюй Абаотзи совершил западный поход против уйгурского каганата Ганчжоу. Был захвачен уйгурский военачальник Белия. Тогда Абаотзи отправил посла к его правителю, Кагану Умучжу. Захваченный Белия был отпущен, чтобы убедить своего Кагана подчиниться. Елюй Абаотзи пообещал уйгурскому Кагану помощь в возвращении на территорию бывшего уйгурского каганата. Ляоши цитирует его послание: «Если ты тоскуешь по своей прежней родине, я восстановлю ее для тебя. Если ты не можешь вернуться, я сам буду владеть ею. То, что у меня, все равно, что у тебя». Каган Умучжу выразил благодарность и сказал, что они переселились на эти земли уже более 10 поколений назад, и что военные и гражданские люди привязаны к этой земле и не могут вернуться назад. В ответ Каган Умучжу отправил к Абаотзи посольство с подарками. Хроники Ляоши свидетельствуют: когда прибыл уйгурский посол, не было никого, кто мог бы понять его речь. Императрица Шулюйпин сказала императору Елюй Абалцзы: «Твой младший брат Елюй Дела сообразителен и умен, его можно отправить». И послали его навстречу послу. Он провел с уйгурским послом вместе 20 дней и выучил уйгурскую письменность, а затем на основе уйгурского алфавита создал киданьскую малую письменность. Это событие стало поворотным в культурной истории киданий. Елюй Дела в целом знал уйгурский язык, иначе за такой короткий срок он не смог бы освоить уйгурскую письменность. Уйгурский квартал в столице.
Это был официально признанный и обустроенный район в верхней столице Шанцзин империи Ляо. Хроники Ляоши. Он находился у восточной стороны южных ворот. Это был специальный посольский городок для уйгурских купцов и послов, которые прибывали в империю. В Ляоши прямо сказано, уйгурские купцы оставались жить в верхней столице, для них был устроен специальный квартал. Разведение верблюдов было заимствовано от уйгуров. Также выращивались арбузы. Их тоже получили от уйгуров. Император Елюй Вэньшуну прославился как покровитель буддизма. Кидани считали буддизм уйгурской религией, а не китайской, а значит лишенной угрозы киданьскому правлению. Некоторое распространение в западных землях Ляо имело и манихейство, которое распространяли уйгуры. Уйгуры считались союзным киданем народом, а уйгурский род Ся предоставлял невест царствующей киданьской династии Елюй. Идани-манихеи упоминаются арабским историком Ибн ал-Асиром, когда часть киданий образовала империю Каракиданий Западная Ляо, где влияние уйгур было еще значительнее. В 1125 году империя Ляо пала под ударами чжурчжэней. В 1130 году Елюй-Даши, потомок основателя династии Елюй-Абаодзе, готовясь к походу на запад, отправил к Идикуту Турфана-Белеги послание с просьбой разрешить его армии мирный проход через земли уйгуров. В письме он напоминал о давней дружбе двух народов, восходящей ко временам основателя империи Ляо, и написал: «Наши государства не один день поддерживают добрые отношения. Сейчас я направляюсь на запад, в Великий Багдадский халифат, и прошу разрешения пройти через твою землю. Не сомневайся в моих намерениях». Идикут-Белеги, получив письмо, согласился на просьбу. Он оказал Елюй-Даше торжественный прием, устроил пир, лично проводил его со щедрыми дарами более 600 лошадей, сотни верблюдов, 3000 овец. И снова уйгуры помогли киданям создать новую империю, Западная Ляо. Без помощи уйгуров Елюй-Даши, вынужденный покинуть свою землю после покорения империи Ляо чжурчжэнями, не смог бы создать империю Западную Ляо. Уйгуры дали ему продовольствие и скот, безопасный проход, признание и легитимность. В 1132 году Елюй-Даши официально принял тюркский титул Гурхан, хан ханов, и основал государство Западная Ляо, известное в мусульманских источниках как Каракидани или Кара-Китай. Уйгурское турфанское государство было первым союзником киданий, не только оказавшим материальную и финансовую поддержку, но и предоставив плацдарм для завоевания всей Центральной Азии. Империя Кара-Киданий Западная Ляо оказалась в самом центре уйгурского мира, которые обладали значительно более высокой культурой. Уйгуры стали главным политическим и экономическим ресурсом для новой империи. Уйгуры, имевшие высокую письменную цивилизацию, стали учителями для киданий. Уйгурских ученых и монахов приглашали ко двору Гурхана для обучения киданьской знати, а уйгурская письменность распространилась далеко за пределы Уйгурии. Кроме того, уйгуры контролировали торговлю в самом сердце Шелкового пути, на пересечении всех основных торговых путей, что давало неограниченные возможности для финансирования военных кампаний киданьской армии при условии обеспечения безопасности уйгурских торговых караванов. В 1134 году Елюй-Даша вошел в Семиречье, занял Баласагун и сделал его своей столицей под названием Хусорда Орда-Тигра. Восточное Караханитское ханство стало его вассалом. В последующие годы Елюй-Даша завоевал Западное Караханитское ханство и Хорезм. В 1141 году под Самаркандом Елюй-Даша разгромил огромную армию сельджукского султана Санджара. Империя Западная Ляо стала абсолютным гегемоном Центральной Азии и взяла под контроль Шелковый путь. Это было время расцвета уйгурского турфанского идикутства. Позднее поколения киданьских гурханов уже забыли, кому они обязаны своим процветанием, и нарушили баланс. Уйгуры обеспечивают финансами, а кидани гарантируют безопасность уйгурским торговым караванам. 1209 год принес Гурхану Елюй-Чжелугу огромные огорчения. Кара-китайское государство финансировалось уйгурскими купцами, просившими Гурхана расправиться с их мусульманскими конкурентами. Поскольку Гурхан не справился с полученным заданием, уйгуры убили киданьского наместника. Вскоре был убит и Гурхан Елюй-Чжелугу. Он стал последним императором империи Западная Ляо из династии Елюй. После устранения киданьского наместника Идикут-Барчук направляет послов к Чингисхану и заявляет о готовности присоединиться.
Хроники Юаньши свидетельствуют, в год Цзысы, услышав о возвышении Тайцзу Чингисхана на севере, он убил поставленных киданями чиновников-наместников и намеревался присоединиться к нему. В 1211 году Идикут-Барчук прибыл к Чингисхану на Керулен. Чингисхан очень обрадовался, признал его своим пятым сыном и предложил ему свою любимую дочь в жены. Так уйгуры стали первым государством, добровольно присоединившиеся к Чингисхану и обеспечили монголам финансовую и административную поддержку для завоевания Центральной Азии. Это была сделка, выгодная обеим сторонам. Амбициозному монгольскому вождю предстояла война с чжурженями. А для любой войны нужны деньги. Уйгуры деньги дали. Именно на их деньги начинающий подниматься Чингисхан смог выжить, одолеть татар, оплатить и снабдить первые тумены прекрасным снаряжением и оружием, лучшими наемниками Великой Степи. Уйгурским купцам были нужны товары для торговли и безопасность торговых караванов. Они могли скупить у монгольских воинов любое количество добычи, разумеется, по дешевке, так как они были монополистами. Кроме того, монголам были необходимы грамотные чиновники. Уйгурские чиновники немедленно предложили свои услуги и получили должности не менее выгодные, чем даже торговые сделки. Так, в союзе уйгуров и монголов была создана самая большая континентальная империя в истории. История повторилась. Почти 100 лет назад, благодаря поддержке Идикута Турфана-Белеги, Елюй-Даши основал империя Кара-Киданий Западная Ляа, а потом Идикут Турфана-Барчук помог Чингисхану создать Монгольскую империю. Уйгуры — это народ, создавший величайшие империи. Сначала уйгуры разгромили тюркский каганат, затем создали Великий уйгурский каганат. После распада уйгурского каганата уйгуры стали соправителями империи Ляа, потом помогли Елюй-Даши создать империю Западная Ляа и, наконец, помогли Чингисхану построить Великую Монгольскую империю. Без уйгуров невозможно представить ни Великую империю Ляа, ни империю Западная Ляа, ни Монгольскую империю. Уйгуры — самый древний цивилизованный народ Центральной Азии, создатели и наследники великой цивилизации, которую пронесли через весь Евразийский континент.